Всем привет! С вами Сахатоп, и мы представляем вам новый цикл выпусков о нашей горячо любимой и в то же время очень холодной республике Саха-Якутия. Начинаем! Республика Саха-Якутия не только крупнейший регион России, но и крупнейшая административно-территориальная единица во всем мире с площадью 3 миллиона квадратных километров. Но несмотря на это, в республике живет менее 1 миллиона человек. Все мы с детства знаем, что Якутия это 5 Франций, 12 Великобританий, самое холодное место на Земле, ну и так далее. Но что мы знаем об улусах нашей республики? Какой район самый большой? Где проживает больше всего людей? Какие народы преобладают в них? Какие населенные пункты самые крупные? Об этих и о других интересных фактах о Якутии мы расскажем в данном цикле роликов Сахатоп. Топ-5 улусов по территории. Пятое место. На пятом месте расположился Алданский район с площадью 157 тысяч квадратных километров. Алданский район находится на юге Якутии и является столицей золотодобычей республики. Административный центр – город Алдан, который в 1923 году был основан как приисковый поселок Незаметный, после чего в 1939 был переименован. В районе 18 населенных пунктов, в том числе 12 сельских, 2 города, 8 поселков и 3 наслега. Именно здесь росло и развивалось крупное градообразующее предприятие Алдан Золото, которое потом перешло в собственность ОАО «Полюс Золото». Местные жители рассказывают, что их бабушки и дедушки, будучи школьниками, после уроков собирали самородки и сдавали их в пункты приема. А на огороде, когда вскапывали грядки с луком, то и дело наталкивались на золото. Казалось, что с такими историями в Алдане даже дороги должны быть золотыми. Однако суровые земли, неплодородная почва и жесткий климат делают проживание здесь настоящим испытанием. Даже говорят, чтобы выжить в Алдане, нужно родиться в Алдане. Но несмотря на это, Алданский район является одним из развитых районов республики с железной дорогой и крупнейшим урановым месторождением во всем мире. Четвертое место. Четвертое место занимает Мирнинский район с площадью 166 тысяч квадратных километров. Для всех жителей Якутии данный район твердо ассоциируется с огромной кимберлитовой трубкой МИР. И не зря. Мирнинский район – центр алмазодобывающей промышленности республики. Хотя все почести достаются трубке МИР, она не является крупнейшей кимберлитовой трубкой. Ею является трубка удачная, размером 1600 на 1200 метров и глубиной около 640 метров. Сама же добыча алмазов на месторождениях Мирнинского района составляет 14% всей мировой добычи. Несмотря на свои размеры, в Мирнинском районе есть только 9 муниципальных образований. Но это еще не все. Из-за 80-тысячного населения в столице, городе Мирном, проживает почти половина жителей района. Именно здесь расположена штаб-квартира нашего любимого предприятия Алроса, которое является донором бюджета республики. Но Мирнинский район не только алмазы и большие деньги. У поселка Чердышевский находится Вилюйская гидроэлектростанция, которая строилась 16 лет с 1960 года. Именно она питает весь почти Вилюйский регион. Так скажем же спасибо Мирнинскому району за алмазы и электричество. Третье место. Бронзу в нашем топе занимает Алекминский район с площадью почти 167 тысяч километров. Он расположен на юго-западе Якутии, а его административный центр город Алекминск является одним из старейших населенных пунктов Сибири. Его история берет с казачьей крепости, построенной в 1635 году. Хотя в Алекминском районе живет всего около 25 тысяч человек, количество населенных пунктов впечатляет – целых 54. Несмотря на свое соседство с промышленным Алданским районом, в Алекминском более развито сельское хозяйство. Не зря же алекминскую картошку так любят по всей республике. Кстати, именно здесь, на водоразделе рек Чара и Тока, образуется чароид – редчайший минерал, который больше нигде не встречается в мире. Благодаря своей уникальной и сложной формуле, чароид имеет чарующие оттенки фиолетового и считается одним из самых красивых минералов. Алекминский район является родиной еще одного сокровища – легендарного снайпера Ивана Кульбертинова, одного из самых результативных снайперов Второй мировой войны, на счету которого 487 солдат противника. Второе место. На втором месте находится Булунский район с площадью более 235 тысяч квадратных километров. Один из 5 улусов, имеющих выход к морю. Из-за того, что на территории улуса находится дельта реки Лена, на восточной части имеется огромное количество озер. Некоторые даже не имеют названия. В Булунском районе 6 сел и поселок городского типа Тикси. Он же является административным центром. Тикси, ко всему прочему, является самым северным населенным пунктом Якутии, входит в пятерку самых северных населенных пунктов России, плюс к этому один из северных портов России. Из-за своего сурового климата, плохой связи с остальным миром и отсутствием круглогодичной наземной транспортной дороги, население Булунского района постепенно падает.
Если в 1989 году здесь проживало почти 18 тысяч человек, то в 2015 году население составило всего 8400 человек, многие из которых заняты в оленеводстве. Правительство пытается увеличить население Булунского района, обновляется обсерватория Института космофизики, создана постоянная военная база в Новосибирских островах, в Тиксе имеется военная часть, вдобавок поселок превращается в один из важнейших портов в Северном морском пути. Первое место. И первое место занимает Оленёвский и Венкийский национальный район с впечатляющей площадью 318 тысяч квадратных километров и занимает 10-ю часть всей Якутии. Несмотря на впечатляющие размеры, количество живущих здесь людей совсем не впечатляет, всего 4000 человек. Но это еще не все, здесь всего 4 населенных пункта: села Жилинда, Харьялах, Эйик и Оленёк. Оно же административный центр, где проживает половина населения Оленёкского района. Как и Булунский район, Оленёкский район имеет плохую транспортную связь. Имеются только воздушные линии и автозимники, но в отличие от соседа, население района почти не меняется вот уже 20 лет. Кстати, многие думают, что свое название Оленёкский район взял от слова «олень» из-за своего крупного оленеводческого хозяйства, но это вовсе не так. А вы знаете, что значит оленёк? Оставляйте ваши комментарии под видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки, чтобы у нас был стимул делать еще больше топов. И до следующего выпуска.